Добрый вечер, дорогие друзья. Давно мы не встречались в прямом эфире в моих социальных сетях. Приветствую всех тех, кто подсоединяется ко мне. Конечно же, больше всего вопросов в последние дни я получаю от вас, от жителей республики, по ситуации с новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, как мы и предполагали, болезнь у нас никуда не ушла. Она снова подняла свою голову так, которая немножко пригнула в августе, в июле, в августе месяце. Сегодня, к сожалению, мы видим рост заболеваемости и в мире, и в России, и у нас в республике. На сегодня, например, у нас было 90 больных, из них, к сожалению, опять самая большая часть, свыше 50, у нас по городу Якутску. В последние, опять же, дни я вижу достаточно много обращений самого разного характера. Ну, начнем, конечно же, самое главное, с работы учреждений здравоохранения. Здесь хочу сказать, что несколько дней назад был очень серьезный вал звонков, особенно на скорую помощь. Конечно же, понятно, что если раньше люди на ОРВИ практически не обращали никакого внимания на простуду, на определенный кашель, насморк, то сейчас все эти признаки людьми воспринимаются как ковид. И был период, когда у нас до 20 тысяч звонков различных за день поступало на разные наши колл-центры, на учреждения здравоохранения. Конечно, система при этом уже дает сбои, потому что у нас 20 человек, например, на скорой помощи работает, именно на приеме звонков. Все звонки не могут обработать. К сожалению, и не до конца была отработана система перенаправления уже звонков потом в поликлинике. Многие мне жаловались, что не приходят домой врачи, которые должны приходить. Нет звонков, нет обратной связи. В связи с этим, с понедельника этой недели я взял на себя обратное управление оперативным штабом практически в ежедневном режиме. Мы проводим совещания, смотрим работу и учреждений здравоохранения, и социальных учреждений, работу муниципалитетов, правоохранительных наших органов, надзорных органов в части именно борьбы с ковидом. Хочу сказать, что сейчас ситуация практически выправлена. Мы видим, что уже и количество звонков сократилось, четко работают уже поликлиники. Проблема, которая была по городу Якутску по первой поликлинике, она тоже решена, потому что, к огромному сожалению, практически 70% персонала у нас и находится или на самоизоляции в первой поликлинике, или они заболели. Медики тоже люди, медики тоже болеют. Вот. И сейчас, опять же, еще раз хочу сказать, что дополнительные силы мобилизованы, ситуация полностью находится под контролем. Хочу, опять же, подчеркнуть, что сегодня у нас нет нехватки мест в стационарах. В стационарах по городу Якутску, например, у нас практически 400 мест на сегодняшний день свободны, именно под ковид. Вместе с тем, конечно же, врачи знают, кого ложить в больницу. Не надо думать, что все, у кого есть положительный анализ, в обязательном порядке должны поступать в больницу. Большая часть населения должна лечиться амбулаторно, потому что, к счастью, все-таки болезнь проходит или в легкой форме, или в средней форме, которая не требует госпитализации. По всем тяжелым случаям реально решения принимаются, и принимаются решения о госпитализации. Второй вопрос, который, опять же, есть, и очень много его, это компьютерная томография. Наконец-то люди поняли, что четкий диагноз – это не просто анализы, а именно компьютерная томография. Но почему-то все решили, что компьютерную томографию пройти – это примерно то же самое, что, знаете, пойти поставить себе прививку от гриппа. Компьютерная томография – это специализированное медицинское исследование. Оно на самом деле далеко не безопасно, это то же самое излучение, причем достаточно серьезное. И проходить его просто так категорически не рекомендуется. Врачи знают, кому надо проходить компьютерную томографию. И только по назначению врачей ее надо проходить. И с этой точки зрения все аппараты компьютерной томографии по городу Якутску, они работают с полной загрузкой. Более того, мы приняли решение, опять же, на оперативном штабе, что и в эти выходные дни они будут работать полный рабочий день. Для того, чтобы необходимо снять все-таки определенное количество скопившихся людей, которые требуют прохождения данной процедуры. Еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация у нас под контролем. По другим районам
она, на мой взгляд, вообще не вызывает серьезных беспокойств. Конечно же, есть случаи определенных вспышек. Но вот последние случаи, наверное, все мы читаете, смотрите, это вот Нюрбе, когда некий целитель собрал людей, принимал людей. В результате сегодня порядка 27 человек у нас точно уже получили положительный результат по анализам. И поэтому в период, особенно вот этой пандемии, всякие приемы различных народных ценителей, различные мероприятия массовые. Мы видели, как здесь в Якутске, например, проходят там разные концерты и так далее, полуподпольно. Вот их всех надо останавливать. Их никоим образом нельзя проводить. И вообще от массового участия в массовых мероприятиях максимально надо воздерживаться. И, соответственно, здесь, конечно же, большую роль должны играть и органы местного самоуправления, контрольные, надзорные органы. И уверен, что эта ситуация будет в дальнейшем улучшаться. Хотя, еще раз подчеркну, что определенные проблемы есть по разным муниципальным образованиям, различные. Очень много вопросов по школам. Вот и сейчас я вижу, школу закройте, школу закройте. Коллеги, детям учиться надо, так, это во-первых. Во-вторых, принятие по закрытию школ, решение по принятию школ сегодня находится в ведении муниципалитета. Есть ряд школ, которые учатся дистанционно. И поэтому я считаю, что здесь, конечно же, во многом зависит и от работы нормальных органов местного самоуправления и властей в целом местного самоуправления и управления образованием. При этом мною дано распоряжение в адрес Министерства образования Республики совместно с органами самоуправления отработать все вопросы для того, чтобы каникулы у нас были удлиненные для детей, и сроки, когда они уйдут на каникулы. На сегодняшний день хочу сказать, что в общей массе заболевших у нас школьников и студентов порядка 12%. Было до сентября месяца 10%. То есть рост есть, но он крайне незначительный, поэтому на сегодняшний день, опять же, специалисты все в один голос говорят, что нет прямой такой острой необходимости школу срочно закрывать и отправлять детей на каникулы. Так. Вопросы. Студентов первых курсов тоже на дистанционку перевели. По студентам первых курсов решение тоже принято, что мы с учетом складывающейся ситуации будем принимать решения. Пока, еще раз говорю, мы угрозы именно по школьникам, по детсадам и по студентам не видим. У нас самая главная большая угроза, самая большая группа под угрозой, скажем так, это люди старше 65 лет. К сожалению, в последнее время много их болеет, и более того, болеют они тяжело. Так, и среди тех, кто у нас, к сожалению, от этой болезни скончался, большое количество людей старше 65 лет. Поэтому в первую очередь, еще раз говорю, что мы должны заботиться о старшем поколении. Мною поэтому принято решение, подписан указ о том, что лица старше 65 лет работать не должны. Так. Спрашивают про данные, почему различаются данные по Нюрбе оперативного штаба республики и оперативного штаба Нюрбинского. Здесь надо четко сказать, что на местах в первую очередь дают результаты положительных анализов, у кого анализы положительные. При этом республиканский оперативный штаб уже работает по данным Роспотребнадзора, мы работаем именно по заболевшим. Здесь надо четко различать количество положительных анализов и количество заболевших. Положительных анализов, конечно, больше. У нас очень значительное количество людей, которые болезнь вообще переносят без всяких симптомов. И это не только у нас в республике, в целом в стране и в мире. Поэтому эти люди официально, они в статистику заболевших не входят. А официально входят те, кто заболел, те, кто уже получает назначение и лечится. Так, почему поликлиники не работают? Поликлиники сейчас все работают. По республике в целом даже можно сказать, что плановый прием везде идет. По городу Якутску, конечно же, есть проблемы. Так? Они связаны именно с маршрутизацией больных ковидом, но и при всем при этом многие, тот же медицинский центр города Якутска, он до обеда работает для
здоровых, после обеда уже для тех, кто с ковидом и под подозрением с ковидом. Так, вопрос по скорой помощи прошел, что плохо относится к людям. С этой точки зрения, еще раз говорю, контроль будет усилен, будет усиливаться, он уже усиливается. И, конечно же, несмотря на огромную загрузку со стороны, которая сейчас падает на работников здравоохранения, конечно же, человекоориентированность, человечность работников здравоохранения, той же скорой помощи, она, конечно, абсолютно необходима. Вот тот последний случай, который, к сожалению, произошел у нас, когда на компьютерной томографии была включена кварцевая лампа, и люди повредили зрение, несколько человек так сейчас лечатся, конечно, он недопустим. И вот каждый такой случай надо разбирать и принимать меры. При этом хочу сказать, что подавляющее большинство наших работников здравоохранения мужественно и достойно выполняет свой долг. Вот. Благодаря их усилиям, на самом деле, у нас результаты, если посмотреть, гораздо лучше среднероссийских. И по количеству заболевших на 100 тысяч населения, по низкой смертности и так далее, у нас результаты хорошие. Еще раз говорю, что это только благодаря нашим врачам. Конечно же, при этом наша главная с вами задача – это не допустить распространения болезней, и каждый должен заботиться о своем здоровье. К сожалению, мы все обращаем внимание на поликлиники, на больницы, на скорую помощь, но при этом совсем забываем, что надо мыть руки, надо носить маски, необходимо соблюдать социальную дистанцию, не посещать массовые мероприятия. А с этим у нас у всех беда. Вот. И, к сожалению, именно в результате низкой социальной настороженности, низкой эпидемиологической настороженности у нас болезнь и распространяется. Если бы все соблюдали эти все требования, которых на самом деле не так много, я считаю, что болезнь бы так широко не распространилась. Почему не открываете детские спортивные секции, у меня спрашивают. Мы их открывать до 1 ноября не будем, потому что понятно, что любое открытие сейчас дополнительных каких-то объектов образования, будь то спортивные, будь то музыкальные, это влечет за собой увеличение риска заболеть для наших детей, для преподавателей, для взрослых. Соответственно, еще раз говорю, мы дополнительные такие пункты риска открывать не можем. Наша сейчас главная задача, чтобы не смогла болезнь зайти в школы, в детские сады. Так. Когда будет вакцина по гриппу? Вакцина по гриппу, она уже первая большая партия поступила в республику, практически половина уже тех, кто должны были быть привита. Сейчас на этой неделе мы ожидаем, на следующей неделе ожидаем поступления второй партии большой, и которая полностью покроет потребности республики. И вакцину от гриппа тоже те, кто должны получить, обязательно получат. Здесь, конечно же, обязательно надо, чтобы люди прививались, и взрослые, и дети. Потому что если не будут болеть от гриппа, соответственно, и организм будет более здоровый, и сможет более высокий иммунитет бороться с любой другой болезнью. Так, спрашивают, не закроете ли торговые центры, не закроете ли рестораны. Планов по закрытию никаких у нас нет. Мы уже закрывали весной и летом. Мы все понимаем, чем это грозит для экономики, для занятости, для людей. Желания никакого нет. При этом, конечно, если ситуация будет дальше серьезно ухудшаться, то такие меры возможны и в стране, и у нас в республике. Очень бы этого не хотелось, но для этого нам надо соблюдать всем, еще раз говорю, меры предосторожности, эпидемиологической предосторожности. Это масочный режим, это требования по дезинфекции, очистка, кварцевание помещений, и те другие необходимые меры, которые на самом деле элементарны. Здесь бы я хотел сказать, что люди, которые работают, они должны требовать у своих работодателей, чтобы условия труда им обеспечивались. А то мне люди в социальные сети пишут, у меня заболел ребенок, который работал в коммерческой организации, Александр Сергеевич, примите меры, у них работа, люди продолжают дальше работать, никто кварцевание не делает, никто дезинфекцию не делает, термометрию не делает. Вот. Но это же должны люди сами требовать у своих работодателей. Не может глава республики или мэр города во все здания, все учреждения сходить каждый день и все это проверять. Люди сами должны это требовать.
Вот. И работодатели должны исполнять. Вот если они не исполняют законные требования работников, то, конечно, надо жаловаться. И обязательно мы будем на это реагировать. Так. Вот пишут, 90% пассажиров без масок ездят. Почему за этим никто не смотрит? Но это ответственность города. Я уверен, что город в этой части тоже подтянется. Мы с мэром переписывались, так она сейчас в командировке. Ну и зам, который исполняет обязанности, практически каждый день в этой части тоже поручения получает. Они должны в обязательном порядке общественный транспорт контролировать. Масочный режим обязательно там должен быть. Вот пишут, что масочный режим не соблюдают, в том числе и медики. Вот у них и надо требовать. Если вы видите, что в медицинском учреждении не соблюдают масочный режим, конечно же, надо требовать. Вот у нас появились ковид-диссиденты, пишут, маски не помогают, наоборот, ухудшают. Маски помогают. Ношение масок в среднем в 2-3 раза снижает вероятность заболеть. Так, теперь спрашивают по вакцине от ковида, когда она будет. Вакцина от ковида начинает поступать в республику и в другие регионы страны, но она поступает пока маленькими партиями. В первую очередь это идет именно медикам, тем, кто работает в красной зоне, тем, кто, вот еще раз говорю, ежедневно, ежечасно борется с ковидом. Для них это абсолютно необходимо. И в первую очередь мы будем по мере поступления вакцины закрывать учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, работников образования, работников других неотложных служб и так далее. Мы надеемся, что все-таки к Новому году в массовом количестве вакцины уже появится, в том числе и для всех других групп. Так. Спрашивают про новый полигон для мусора. Так, давайте немножко отвлечемся от ковида. Конечно, для Якутска новый полигон для мусора давно уже назревший вопрос. Несколько раз мы к нему подбирались ранее, но никак вопрос не решался. Сейчас принято уже окончательное решение о том, что он будет строиться на 27-м километре Вилюйского тракта. Также будет строиться новая мусороперегрузочная станция, которая тоже не была в Якутске, как раз назначенная для того, чтобы мусор первично там уже поступал. Из него полезные все отходы уже вытаскивались, и уже потом прессовался остаток, и где-то в среднем лишь 30% мусора должно уже на полигоне после прессовки уже оставаться, вывозиться. Сейчас место под мусороперегрузочную станцию тоже определено. Вчера Министерство экономики Республики с компанией АЛГ, местной нашей компанией, подписала концессионное соглашение, работы начнутся, и мы надеемся, что и новый полигон, и мусороперегрузочная станция, они окончательно уже в 2023 году появились. К этому времени мы надеемся также, что и произойдет и рекультивация старого полигона мусорного в городе Якутске. Этим сейчас занимается правительство республики, конкретно Министерство жилищного коммунального хозяйства и энергетики. Это в части нового полигона и мусороперегрузочной станции. Рекультивацией будет заниматься Министерство экологии. У нас все пишут, что закройте школы, интернаты, общаги. Коллеги, если мы все закроем, от этого сильно ничего не изменится. Если, еще раз говорю, мы будем игнорить элементарные нормы безопасности. Это крайне, еще раз говорю, ненужные меры закрывать и все, и все. Если мы меры соблюдать будем предосторожно, еще раз говорю, ничего закрывать не надо будет. Спрашивают про собак, я не очень понял, что насчет собак, Будут ли ограничения пассажиров на ЖД-транспорте? Еще раз говорю, друзья, никаких мер по ограничению на сегодняшний день дополнительных не предполагается. Только в случае резкого ухудшения ситуации. Мы надеемся, что этого мы не допустим, но это зависит все от нас. Насколько мы будем соблюдать те меры, которые на сегодняшний день ограничительные в маленьком количестве остался. Так, в пульмонологии лекарства нет для тяжелых пневмонии. На самом деле все лекарства есть. Я после прямого эфира свяжусь с пульмонологией. Так,
Может быть, какие-то там редкие лекарства в какой-то момент не хватает, но в любом случае они все поступают, и никакого дефицита по лекарственным препаратам, в том числе для тяжелобольных, у нас в республике нет. Так, спрашивают про пожары. Ну, пожаров сегодня в республике нет, лесных пожаров. Вот. Я неделю назад, как раз прошлую пятницу, давал поручение в течение ближайших 5 дней пожары все потушить. Так, были потушены. Конечно, при этом вот прошлую субботу, воскресенье был достаточно серьезная задымленность в Центральной Якутии. Даже не от лесных пожаров, а от пожаров, которые у нас пошли по сельхозугодью. Вот. И, к огромному сожалению, сгорело заготовленное сено свыше 2000 тонн по сельхозрайонам, по всем. Сейчас будут приниматься меры по помощи всем сельхозникам, у которых сено сгорело. Мы обязательно им поможем, поддержим их. Вместе с тем, конечно же, сейчас уже установлено около 17 человек, которые причастны к этим вообще к несанкционированным поджогам, пожогам. Некоторые оставили костры непотушенные. Еще раз говорю, что сейчас это выявляется достаточно быстро с помощью спутниковой технологии. Вот. И меры ко всем, конечно, ко всем будут применяться, где административные, а где и до уголовных. Почему не тушили заранее, не усугубляя ситуацию? Но никто не ожидал, что у нас сельхозпало осенью в такую сухую, после двухмесячной засухи, которая была в заречных районах, кто-то начал сельхозпало несанкционированное делать. К сожалению, так вышло. Так и на местах власти не среагировали, не смогли предупредить эти пожары, но и они пошли. В течение нескольких дней все они потушены. Вот. А то, что летом лес горел, это от сухих гроз. Тут несколько тысяч человек, 11 тысяч человек, если быть конкретным, у нас в течение лета привлекалось к тушению пожаров. И специализированные службы со всей России приезжали, работали, и наши здесь службы работали, и мобилизованное население работало. Но лесные пожары – это огромная беда. Когда пожар идет на 1000 гектаров, потушить их практически имеющимися силами невозможно, в том числе даже с привлечением авиации и так далее. Поэтому наша главная задача, конечно, и в этом году была, и в дальнейшем, чтобы пожары тушились до того, когда они уже наберут огромную силу и уже будут практически неконтролируемы. В целом, в этом году, благодаря нашим лесопожарным, потушено пожаров на площади свыше почти 100 тысяч гектаров. В прошлом году было 30 тысяч гектаров. То есть более чем в 3 раза больше пожаров потушено на территории пожаров, на которой потушены пожары. Вот. Но еще раз говорю, не всегда человек здесь что-то может сделать. Особенно, когда пожары идут за несколько сотен километров от ближайшего населенного пункта, куда и вертолет-то не долетит. Вот. А если долетит, то обратно уже топлива не остается, чтобы вернуться. Уж не говоря о том, что даже какую-то технику можно было доставить. Поэтому работа будет идти, и в следующем году я уверен, что мы будем справляться с задачей. Таких, конечно, как осенью вот этой случилось, лесных пожаров и пожаров на сельхозугодиях допускать нельзя. Это серьезная ошибка и соответствующих министерств и органов местного самоуправления, так на местах, разгильдяйство некоторых людей. Но я надеюсь, что больше такого у нас не повторится в республике. Вот. Опять спрашивают про ограничения. Еще раз говорю, мы ограничения вводить не собираемся дополнительные, если ситуация не будет резко ухудшаться. Я очень надеюсь, что резко ухудшаться ситуация не будет. Потому что в целом сегодня, если посмотреть по сравнению даже с весной, у нас сегодня по ковиду уже мы понимаем, как эта болезнь распространяется, знаем про этот вирус очень много, уже даже вакцина создана, система здравоохранения научилась людей лечить, мы понимаем, каким образом надо отслеживать контакты, как делать те же анализы. В целом система готова. Помните, у нас весной даже масок не было. Так? Сейчас хотя бы с точки зрения масок, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, не только республика, в целом страна уже готова гораздо лучше. Поэтому сейчас ограничения, на мой взгляд, вводить не надо. Но еще раз хочу повторить, что все в наших руках. Мы должны соблюдать меры предосторожности, эти санитарно-эпидемиологические нормы. И, конечно, смотреть, чтобы и в наших учреждениях, и предприятиях, на тех же объектах торговли соблюдались эти меры.
Потому что часто, к сожалению, я получаю, опять же, обращение граждан, что в том или ином магазине, например, работают люди даже в продовольственных товарах, продают без перчаток, без масок товары, мясо, другие продовольственные товары. Но это, конечно, абсолютно недопустимо. Так, ну тут очень много, по-моему, спортсменов собралось, все кричат, что давайте откройте ДЮСШ, откройте ДЮСШ. Решение принято, до 1 ноября дополнительное образование у нас в республике не будет работать. Так. Спрашивают, над клубами надо усилить контроль. Я согласен. Вот. По клубам, конечно же, нужно усиливать контроль, и те нарушения, которые у них есть, если есть так, в случае их выявления, мы, конечно, сейчас должны идти и на закрытие определенных учреждений. Вот. Соответствующее поручение органам местного самоуправления, в первую очередь городу Якутску, и Роспотребнадзору, органам внутренних дел мною даны. Вот в случае таких тяжких, на самом деле, нарушений, повторяющихся нарушений, мы должны такие учреждения закрывать. Потому что вот, недопустимо в сегодняшних условиях, еще раз говорю, нарушая нормы, способствовать распространению болезни. Так, вырубка лесов. Ну, вот опять, по-моему, возвращается, вот я несколько раз прочитал, что в Амгинском УУСе будет вырубаться лес. Еще раз хочу подчеркнуть, что в Амгинском районе лес не будет вырубаться. Вот. Предполагалось, что лес будет заготавливаться в Алтанском районе, и то вот после того, как по моему поручению были проведены проверки, сейчас принято решение, что вдоль верховьях рек, в том числе и верховьях Амги, никаких в санитарных зонах никакой вырубки леса не будет. Вот. Сейчас просто вот это все фейки о том, что там собрались рубить лес, тут собрались рубить лес, это просто фейки, еще раз говорю. На самом деле лес, конечно, надо заготавливать, потому что перестойный лес, вот сухой лес, уже которому уже гораздо там больше 100 лет, который надо заготавливать, он, знаете, если мы его не заготавливаем, мы как раз создаем почву для пожаров. В первую очередь. Вот. В советское время у нас заготавливалось почти в 12 раз больше леса, чем сейчас заготавливается. И, может быть, из-за этого вот как раз мне же многие сейчас тоже пишут, и я это помню, что пожаров было меньше. Во-первых, тушили больше, потому что пожарников было практически по республике 1500, у нас сейчас 150 человек. Вот. А во-вторых, лес заготавливался вовремя, и, соответственно, не было почвы для пожаров. Поэтому с соблюдением всех правил, под контролем, в том числе и природоохранных структур, но лес должен заготавливаться. При этом, еще раз говорю, что в Амге, вдоль Амги, в верховьях Амги, и в Амгинском районе, и в других районах лес утрубиться не будет. Так, вот опять начинают люди писать мне, вот помогите пройти КТ. Друзья, КТ проходится только по назначению врача. Если врач не говорит вам, что нужно обязательно пройти КТ, то не надо проходить его. Это очень непростая, на самом деле, я скажу, конечно, вредная, так, но она для организма ничего хорошего, конечно, из изучения не делает. Так? И поэтому просто стараться его пройти, потому что все проходят КТ, вот этого не надо делать. Так, министр здравоохранения где? Министр здравоохранения сейчас находится в отпуске. Человек на самом деле реально устал, и я ее сам отправил в отпуск. Так она, она на днях уже выходит. Так, когда будут снижаться цены на авиаперевозки? Очень правильный, очень хороший вопрос. Мы сейчас как раз над этим очень серьезно работаем. С какой точки зрения? Помните, достаточно много обсуждалось, что необходимо создать единую дальневосточную компанию. Были даже некоторые предложения о том, что дальневосточная компания должна объединить все дальневосточные сегодняшние авиакомпании в одно юридическое лицо. Мы, конечно, выступили против. Почему? На наш взгляд, проблема авиации на Дальнем Востоке
не в том, что у нас там мало или много авиакомпаний, нужно создавать одну или вторую, еще третью, четвертую авиакомпанию. А проблема в том, что не решаются на сегодня две задачи. Первое, то, что транспортная доступность для населения Дальнего Востока не обеспечена. С какой точки зрения? Цена билетов, особенно вот на местных линиях, крайне высокая. И вторая проблема, у нас очень серьезно устарел парк самолетов и вертолетов. Ну, средний возраст тех же Ан-24 уже больше 40 лет. И поэтому вот по этим двум направлениям надо обязательно отработать. И решение двух этих задач как раз то, что нужно Дальнему Востоку. С этой точки зрения сейчас все дальневосточные субъекты и ряд федеральных министерств уже приняли нашу сторону, что должен быть альянс дальневосточных авиакомпаний, у которого будет единая там, ценовая политика, единая политика по обновлению воздушных судов, соглашение по маршрутной сетке. И самое главное, мы просим, чтобы помощь федерального центра была в том числе и на датировании местных авиарейсов. Мы сегодня на датирование наших рейсов тратим 400 миллионов рублей, бюджет Республики Саха-Якутия. А надо, чтобы вот как раз, чтобы все билеты у нас были субсидированы, надо 2,5 миллиарда рублей. Вот поэтому вот мы на этом стоим. Я вижу, что эта идея больше и больше овладевает уже не только дальневосточными руководителями, но и руководителями на федеральном уровне. У нас достаточно серьезные уже партнеры, союзники появились. Поэтому я считаю, что мы обязательно этого вопроса добьемся победы. И в конечном итоге наша главная задача, еще раз говорю, снизить стоимость авиаперелетов на местных линиях. Так. Вот, ну, а спортсмены пишут, что нужно открывать там вот эти дополнительные секции и так далее. При этом я хочу сказать, что спортзалы у нас работают, у нас они не закрыты. А закрыто сегодня дополнительное образование. Ну, потому что нельзя его сегодня открывать. У нас практически в стране вот дополнительное образование нигде не работает. Так, пишут, ну вот уже третий раз я вижу, что в Алёкминске нет масок вообще и нет антисептиков. Очень странно. На самом-то деле у нас почему-то только из Алёкмы. Ну, я могу тут, так как очень много пишут по этому вопросу, давайте я позвоню главе тогда. Я уверен, что у Николая Николаевича Харбина здесь все-таки должна быть ситуация нормальная. Алло. Алло. Николай Николаевич. Добрый вечер, Александр Сергеевич. Добрый день. Вечер, точнее. Слушай-ка, я вот в прямом эфире, и у меня что-то вот 3 или 4 раза уже пишут, что в Алёкминске нет масок, нет антисептиков и так далее. У вас, надеюсь, все-таки как ситуация-то? Да, мы оперативным штабом тоже встречи, постоянно совещания проводим. И этот вопрос также мы держим на контроле. У нас работает в том числе и административная комиссия. Они постоянно выезжают для того, чтобы соблюдался вот перчатно-масочный режим. Не, Коля, тоқта, мен докладым орма. Туғын антисептиктерін бағалар доқтым предприятияларга барлары баллар, все меры, включая термометрию, баттының ороллары. Хоқ, Коля, десуде, магазиндарға ратылылар да хоқту антисептиктері. Тоқтары, бүлік айықпы да. Бербекеле, ма мехар еген докладтар хәпті еден, ол магазиндарға антисептикен бар бұлықтақ, латылынықтақ, жон атылар қықтақ. Оны маскаларған бербекеле. Маскалар. Все хорошо. Давай, Биллера. Спасибо.
Так, ну, судя по всему, на самом деле маски есть, так, а вот с антисептиками Николай Николаевич разберется. Хорошо. Так, вот сейчас проскочил там вопрос тоже про различные соревнования взрослым, что надо бы их проводить. Коллеги, все соревнования сейчас, если мы их и будем проводить, они будут проводиться в крайне ограниченном режиме. Вот я недавно рассматривал вопрос, тоже разговаривал. Ну, многие предлагают мне, наши спортсмены, знаменитые, чтобы все-таки игры Дегына, например, прошли. Так, но я хочу ответственно сказать, что если они будут проходить, то только они будут проходить исключительно без зрителей, ну и можем устроить прямую трансляцию на НВК. Вот как по конным скачкам у нас было. Вот, никак иначе. Вот, поэтому тут агитаторов много, смотрю, разных, так, которые вот мне пишут, что там по всей России, что все проводится. Я прекрасно знаю, что в России, где, как проводится. Поэтому давайте здесь не будем друг друга обманывать. Вот. Так. Что-то пишут вот про страховую компанию, которая человека обманула. По монолит-строю. Ну, по монолит-строю, по обманутым дольщикам работа будет идти для того, чтобы проблему это решить. Но причем не только по монолит-строю, и по всем другим обманутым дольщикам. Буквально вчера мы на ВКС эту тему обсуждали с вице-премьером Хуснуллиным Марат Шахерзяновичем. Я считаю, что у нас в республике есть все возможности реально все-таки проблему обманутых дольщиков в ближайшие год-два полностью решить. Так, вопрос по централизованному отоплению. Спрашивают, когда будет подключаться там частный сектор, ну, из деревень. Я много вот по республике езжу, конечно, этот вопрос есть. Вот. И несмотря на все сложности, которые у нас есть сегодня по бюджету, а бюджет у нас и в этом году, и в следующем будет такой проблемный, я уверен, что мы эту проблему начнем решать. Но до конца года окончательное решение я приму после, еще раз говорю, полного уже окончательного принятия бюджета и понимания того, каким образом мы все-таки будем в этой части по этому вопросу, очень важному, очень нужному для людей, подключение жилых домов к частного сектора, к централизованному отоплению, двигаться. Так, когда выйдут дети 6, 7, 8 классов на традиционное обучение? Ну вот вы так спрашиваете, а вот у меня тут куча людей пишет, что давайте закроем все школы. Вот. Поэтому здесь еще раз, после оценки ситуации будут меры приниматься и с одной стороны, если будет ситуация улучшаться, то, конечно, мы за то, чтобы дети учились все нормально. У нас на самом деле ограничения это в основном только в городах. В большей части республики обучение идет абсолютно в обычном режиме. Вот. А вот там, где ситуация будет ухудшаться, то, конечно, мы можем пойти на полный перевод на дистанционное образование, как это было раньше. Так. Спрашивают, вот, пожары в отдаленных местностях, где горят леса, в чем первоначальная причина возгорания? Еще раз отвечаю, летом у нас проблема была в том, что это сухие грозы, 98% пожаров от сухих гроз по данным и МЧС, и нашей Минохраны природы. К сожалению, по осенним пожарам это практически в 100% человеческий фактор. Или от костров охотников и рыбаков, немножко ягодники были в конце августа, так, пожара. Ну и вот сентябрьские, это, к сожалению, последняя декада, это сельхозпалы. Так, спрашивают, не можем записаться в городскую стоматологию, если сайт не работает. Ну, я на это тоже обращал внимание работников, руководителей здравоохранения, и сейчас я знаю, что они смотрят, прошу на это внимание обратить. Все сайты у нас должны работать просто как часы, особенности вот по учреждениям здравоохранения. К сожалению, у нас порой вот сайты падают, сайты зависают, а у некоторых, вот, ну, я не уверен, что, конечно, стоматологи не работают, но, по крайней мере, вот Марьяна Аржакова пишет, что неделю не могу уже связаться с городской стоматологией. Так, у кого есть антитела к вирусу, будут ли ставить прививку? Прививку от ковида будут ставить только на добровольной основе. Вот. Никак там в обязательном порядке там требований нет.
В том числе, если вы переболели, вы можете тоже получить эту прививку при желании, так? Ну, когда вакцины будет в достаточном количестве. Очень долго делают результаты анализов на ковид. С чем это связано? Связано это с тем, что у нас сейчас система вот по анализам работает на полную мощность. У нас практически мы вышли на максимальные показатели, на 4500 анализов в день по всей республике. И, соответственно, конечно же, сама процедура обработки анализов, потом их подтверждения в некоторых, опять же, моментах, так, она достаточно бывает долгой, так, ну, до 3-4 дней. Мне вот тут пишут, что 10 дней не могут получить, но это навряд ли. Если 10 дней не получили, значит, что-то у вас там с вашим анализом случилось, скорее всего, утеряно или как. Надо четко понять, что же там такое. Так. Спрашивают, молочку когда будут выдавать? С августа не получаем, цены очень дорогие для молодой многодетной семьи. Да, к сожалению, по молочке определенные там были, не то что перебои, было определенное запаздывание по поставкам. Насколько я знаю, сейчас до года уже там проблем нету, все выдается. Для детей старше года, вот буквально в ближайшие дни, там все, вопрос будет полностью решен и начнет уже все решаться. Этот вопрос мне уже люди писали в соцсетях, я читал, узнавал. Так. Угу. Спрашивают про интернет, вот про последний случай, когда у нас интернет в Якутске упал, как избежать того, чтобы это больше не было. Конечно, был такой тревожный момент, мы все поняли, что интернет в нашей жизни играет все большую и большую роль. Вот, и то, что 10 лет назад, наверное, особо никто не заметил бы, сейчас, конечно, явилось причиной очень серьезного коллапса. Когда несколько часов интернет у нас из-за разрыва основной линии оптоволоконной и резервной не работал по Якутску и по ряду районов. Сейчас Министерство цифрового развития и инноваций Республики уже сделало выводы. В первую очередь, конечно, это неправильно было то, что в свое время запроектировано было, что и основная линия, и резервная идут в одном канале, как бы. И разрыв сразу и основной привел к разрыву и резервной. Сейчас поэтому, конечно, будут приниматься меры для того, чтобы эти каналы основной и резервной развести, ну и другие меры дублирования линий связи для того, чтобы таких случаев у нас вообще не возникало. Так, спрашивают, при каком количестве больных будут вводиться запреты? Мы, еще раз говорю, мы оцениваем ситуацию именно исходя от всей полноты имеющей у нас информации по всей республике. Вот. Мы сегодня видим, что несмотря на рост количества больных, а сегодня у нас, например, 90 по республике, мы достаточно уверенно справляемся с этим наплывом. Уверенно. Еще раз говорю, у нас даже по Якутску до почти 40% коек сегодня свободных. Вот, по ковиду. По другим районам, по некоторым вообще практически не используется. Соответственно, никаких проблем у нас нет, и дополнительные какие-то ограничительные меры, еще раз говорю, срочные, экстренные, мы пока вводить не намерены. Но еще раз говорю, это все полностью в наших руках. Если мы будем соблюдать меры предосторожности, то ограничительных мер не потребуется. Если мы их соблюдать не будем, то как бы мне не хотелось, то, конечно, меры ограничительные будут усиливаться. Так. Ну вот по молочке опять был, мы ответили так, в аэропорту берите анализы у прилетающих. Ну, на самом деле, прилетающие из-за границы, они в обязательном порядке так и так должны уже сразу уходить на самоизоляцию. Вот. Что касается прилетающих, коллеги, ну, у нас сейчас основное количество больных – это наши местные. Там смысла у прилетающих граждан брать анализы немедленно в аэропорту нет. Так, спрашивают вот про проект «Местные кадры в промышленность», где мы можем пройти обучение и так далее. Ну, здесь я уже про это говорил, что проект «Местные кадры в промышленность», он работает неплохо, становится лучше. И, конечно же, для той же работы на той же ЧНД сейчас на самом деле очень простая схема через центры занятости. В первую очередь надо обращаться в центры занятости. Это не только ЧНД касается, это и других промышленных предприятий. Если у вас есть соответствующие компетенции и ваши данные подходят тем или иным компаниям, то через центр занятости сегодня это уже можно все сделать.
При этом мы, конечно, хотим эту работу усиливать, сделать постоянно действующий проектный офис, который будет заниматься, межведомственный, который будет заниматься именно развитием этого проекта. Потому что я вижу, что благодаря этому проекту у нас все больше и больше местных кадров как раз устраивается на работу в промышленные компании. На хорошую зарплату, на хорошую работу. И, конечно, это надо поддерживать. Так. Спрашивают про мост. Вот несколько вопросов уже проскочило про мост. Даже вплоть до того, не повлияет ли события в Беларуси и в Карабахе на строительство моста. Но, знаете, друзья, на строительство нашего моста, конечно, влияет очень много факторов, но уж точно ни Карабах, ни Белоруссия там далеко не первые, так, не в первой десятке, я бы даже сказал. Конечно же, проект не просто движется, я этого и не скрываю, в связи с тем, что и достаточно серьезная у нас сегодня ограничительная ситуация, ковид, экономика далеко не в лучшем состоянии, и поэтому не в лучшем состоянии федеральный бюджет. Вместе с тем вот, мы идем поступательно. Проект моста делается, часть уже проекта в части подготовительных работ, она уже практически готова и до конца года в экспертизу зайдет государственную. По всем программам, где мост должен был появиться, мы его уже включили. Вы знаете, что где-то неделю назад председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин подписал национальную программу развития Дальнего Востока, куда вошло достаточно большое количество, в том числе и социальных объектов нашей Якутии. Ну и самое главное, то, что вот там мост появился, это, наверное, один из самых крупных проектов вообще на Дальнем Востоке, который включен в национальную программу. Вот. Сейчас наша задача четко достичь, получить решение по источникам федерального финансирования. Финансовая модель моста, она уже рассмотрена, поддержана Росавтодором. Вообще в целом вот наш проект, он имеет очень высокую оценку со стороны специалистов и с точки зрения технической, и с точки зрения финансового обоснования. Нас поддерживают многие руководители страны, ну и вот даже более того, сейчас вот задача поставлена вице-премьером, курирующим Хуснуллиным, что мост в случае начала строительства мы должны до конца 2024 года сдать. Вот. Мы, конечно, это полностью еще конечно, такое решение поддерживаем, будем его исполнять. Так, ряд вопросов, вот смотрю, проскакивает, опять же, по ремонту улиц города Якутска, как состояние. Ну, в целом, если так говорить, то удовлетворительно, я вот так скажу, потому что с точки зрения объема работ нагнали. Осталась неасфальтированная незначительная часть у одного из подрядчиков. Вместе с тем, конечно же, много вопросов по качеству ремонта. Вот это и городские власти сейчас признают и принимают меры по устранению замечаний. Ну и Общероссийский народный фронт, общественные организации, правоохранительные, контрольные органы тоже обращают внимание, что, к сожалению, у ряда подрядчиков качество работ далеко не на высоком уровне. Вот. Ну, после последнего дождя мы могли тоже видеть, что как раз на свежеотремонтированных улицах, к сожалению, было достаточно много луж, а их там вообще не должно быть. Поэтому время еще есть, мы с городом вместе эти вопросы отрабатываем. Уверен, что в оставшееся время все-таки работы будут до конца доведены, ну и прошлогоднее безобразие уже не допустим. Так. Спрашивают про материнский капитал. Вот интересный вопрос пришел. Можно ли его использовать на ремонт квартиры, а не только на покупку квартиры? Ну, у нас наш региональный материнский капитал на самом деле можно использовать на ремонт, но он только, насколько, если я не ошибаюсь, он идет только по ИЖС. Можно его использовать на ремонт, причем не просто на там обои поменять, да, и на это не разрешается, а на вопросы, связанные с пристроями, с надстроями, с изменением несущей конструкции, ремонтом, например, фундамента в домах, вот на это можно тратить. Так.
Ну вот опять спортсмены пишут, что все спортсмены у нас уехали в Москву и там выступают. Но в Москве сейчас все ограничения идут, коллеги. В Москве сейчас очень много вот как раз учреждений спортивных, дополнительных, они закрываются. Поэтому здесь делать вид, что давайте мы всех детей наших, которые занимаются спортом, завтра выпустим, и ничего с ними не будет, я на себя такую ответственность брать не буду. Потому что я понимаю, что это дополнительный источник риска для детей. Пишут, сколько детей с марта теряют форму. По всему миру теряют сейчас эту форму. Спортивных соревнований вообще не проводится так таковых, если вы не заметили. Больших, крупных, детских и юношеских. Да и взрослые соревнования идут с очень большими ограничениями. Чемпионаты или там доигрывают, или там по новой начинают, или с большим трудом. Без зрителей, без ничего. Так. Вот спрашивают про электроэнергию лучше, чем газ. Про газификацию МАРХИ вопрос. Здесь вопросы к городу, так, потому что программа газификации должна быть сделана, утверждена, и вместе с Сахатранснефтегазом эта программа должна проводиться. Конечно, больших требует средств, но у города всегда были программы, по которым пусть постепенно, но газификация микрорайонов отдаленных, в том числе даже дачных кооперативов шла, и я не думаю, что здесь серьезных вопросов не будет. Так, вопрос проскочил по Мирнинскому театру. По Мирнинскому театру не надо писать, что театр закрывает. Театр работает, никаких там закрытий нету. Поменяли руководство, так. Это как раз в полномочиях учредителя Министерства культуры. К сожалению, раньше было очень много жалоб из Мирного на состояние театра, в том числе не только на материально-техническое, но и в целом на содержательную работу. Почему в зале, где 500 человек может уместиться, у нас только камерные постановки на 150 мест. Министерство культуры вопрос рассмотрело и приняло соответствующее решение. Еще раз говорю, никто театр не закрывает, наоборот, я считаю, что эти решения помогут развитию театра в Мирном. Так, это много достаточно вопросов по собакам. Я надеюсь, что город это смотрит, и все-таки меры по отлову беснадзорных животных будут приниматься. Так, про Алроса вопрос прошел. Алроса, на самом деле, конечно, этот год далеко для них непростой. Самая тяжелая ситуация мировой алмазной промышленности после окончания Второй мировой войны. Вместе с тем, Алроса по сравнению со всеми другими компаниями выглядит лучше. Я уверен, что мы компании поможем, компанию поддержим, и компания в дальнейшем будет оставаться именно компанией, которая основную свою деятельность ведет на территории нашей республики, и где заняты жители Якутии, и компании, которые платят 30 с лишним процентов в консолидированный бюджет республики. Несмотря на все сложности, все социальные выплаты, например, по компании в этом году, мы через наблюдательный совет предложили, и нас поддержали, они все сохранены. И в дальнейшем эта социальная ориентированность Алроса обязательно будет оставаться. Спрашивают, когда откроют плановые приемы операции в больницах. Они на самом деле везде сейчас идут. По городу Якутску есть ограничения по РБ-2 определенные, так, по некоторым отделениям. По медцентру, например, никаких ограничений уже нет. По офтальмологии тоже ряд операций не делается, но многие уже делаются. Так, и экстренные делаются везде. Поэтому здесь я считаю, что пишут, откройте больницу, вы конкретно больницу пишите, какая больница и какое отделение у вас не приняло, и в чем там проблема. Так, пишут про бассейн в Алдане, он обязательно появится, ремонт закончится. Деньги выделены, работы идут. Полиция в Неринге не отвечает на звонки. Это плохо. Завтра мы попросим МВД все-таки на это обратить внимание. 2 раза уже проскочил. Так, управляющие компании пошли по городу, не делают дезинфекции. Но это как раз то, на что мэрия должна обращать внимание. Потому что дезинфекция не только общественных пространств, как было летом, на улице, а сейчас дезинфекция жилых помещений,
подъездов, общественных всяких зданий. Это вот как раз то, чем должны заниматься и управляющие компании в том числе, и за этим должно как раз мэрия очень серьезно следить. Так, пишут, что местная администрация Нерюнгри совсем не занимается переселением. Но этого не может быть, потому что по аварийному жилью работы в Нерюнгри идут. В этом году в Нерюнгри вводится 2 дома. Один из них как раз вот по программе переселения, и там вопросов, по крайней мере, никаких не было. Они абсолютно там все в зеленой зоне постройки. По приобретению тоже я когда смотрел последний раз, тоже по Нерюнгри вопросов не было. Друзья, я прошу, когда мы пишем про то, что вот кто-то плохо что-то делает, вы лучше конкретный адрес пишите, будет гораздо проще потом выяснять, нежели чем такие абстрактные вопросы. Так, уже предлагают придумать красивое название будущему мосту, как это делают в других странах. Вот начнем его строить, давайте тогда его назовем. Да? Мы немножко все-таки все же суеверные, не надо спешить бежать впереди телеги. Надеюсь, в скором времени такая возможность появится, мост называть. Идея-то сама по себе очень хорошая. Так, на Прометей жалуются, что он расслабился, плохо убирается. Здесь, я думаю, что МинЖКХ тоже смотрит, надо с Григорием Ивановичем Сальво переговорить, что там у них случилось. Раньше такого никогда не было. Так, по Кыллаху пишут, что проблема с ФАПом. Минздрав прошу обратить внимание. Так. Пишет, министр здравоохранения в отпуске, а вы не устаете, как вы держитесь? Ну, работа у меня такая, так что там, держимся. Так, вот опять пошли повторы. Так, захват земли Верховным судом, что будете делать? А где захват земли Верховным судом? Первый раз такое слышу, что Верховный суд у кого-то землю захватил. Он расположен там, где расположен, и вроде никаких вопросов не было. Так, вы занимаетесь ли спортом? Ну, в каком смысле занимаюсь спортом? Сейчас времени-то ни на что нету, но стараюсь на дорожке, по крайней мере, бегать. Вот по первой поликлинике регистратура трубку не берет. Ну, наверное, это было. Сейчас-то уже точно берут, мы проверили это. Другой вопрос, еще раз хочу сказать, что, к сожалению, огромным 70% персонала первой поликлиники у нас на неделе в одно время было практически, часть была на самоизоляции, часть болела. Сейчас дополнительные силы привлечены, перемаршрутизация сделана именно по первой поликлинике, поэтому ситуация там уже гораздо лучше. Так. У вас вообще нет выходных. Ну, выходной я все-таки стараюсь в воскресенье максимально отдыхать, но, к сожалению, вот в последнее время крайне плохо это получается, в особенности вот с обострением ситуации по ковиду. Так, в третьей поликлинике нет приема к узким специалистам. Я прошу Минздрав на это обратить внимание. Так, автобусы не представляют опасность для людей, очень грязные. Это вопрос мэрии. Мы, по крайней мере, как мне докладывают, дезинфекция автобусов, общественный транспорт по городу Якутску идет регулярно. Но вот 3-я или 4-я жалоба проскочила, я прошу город на это внимание обратить, потому что, к сожалению, судя по всему, там вопросы есть. Так, почему, вот спрашивают по учреждениям, часть работников на удаленке. Ну, на удаленку мы, наоборот, сейчас поощряем, чтобы все-таки, если где это возможно, люди побольше работали на удаленке. Так. Спрашивают, надо каждую в поликлинику купить компьютерный томограф. Ну, коллеги, это из ряда фантастики. На самом деле компьютерный томограф — это не просто дорогостоящая специализированная аппаратура, это аппаратура, которая требует специальных людей, обученных, специальных подготовки. И это не то оборудование, которое, грубо говоря, в каждой больнице должно быть. Это специализированная аппаратура. И вот то, что сейчас мы ее как раз, вот сколько у нас в городе есть, это оптимальное количество по Якутску.
Мы сейчас и в районы в этом году несколько достаточно крупных таких компьютерных томографов купили. По мере необходимости будем покупать и дальше, но не так, чтобы это должно быть везде и все. Так, ну вот у меня уже YouTube все закрылся. Время, друзья, заканчивается эфира. Да. Всех благодарю за то, что сегодня были вместе с нами. Еще раз хочу вернуться к теме ковида. Ситуация, она контролируемая, она напряженная, но не катастрофическая и не критическая. И чтобы она вот такой оставалась и в дальнейшем улучшалась, нам необходимо всем вместе работать для того, чтобы соблюдать наши вот, на самом деле, не такие уж серьезные, но вот ограничения. Это масочный режим в общественных местах, это мыть руки, это дезинфекция помещений, это кварцевание, рециркуляция в помещениях, так, это ответственность работодателей. Ну и, конечно, следить за нашим старшим поколением, максимально их беречь. Здоровья вам и успехов. Спасибо.